Здравствуйте еще раз, Ольга, рада вас видеть. Подписчики подключаются, тоже очень приятно такое внимание. Ну, наверное, оно неспроста, потому что эти романы очень любимы нашими книголюбами. Вот уже поступило не так давно в продажу в Сюмбике, уже очень активно спрашивают. Еще раз напоминаю, что книгу можно приобрести на нашем сайте www.tatkniga.ru, также в нашем фирменном магазине, который у нас не так давно возобновил свою работу, это на Декабристов 2. Так что добро пожаловать. Ну, Оль, я вас поздравляю с выходом, это на самом деле событие. Как ваши дела, как ваше настроение? Отлично. Жалко, конечно, что вот не может презентация произойти в таком при живом участии, в таком, ну, надеюсь, что... Ну, здорово, что есть такие возможности. Это тоже, на самом деле, очень классное подспорье для того, чтобы пообщаться с нашими книголюбами. И, вы знаете, мы делали опрос, вернее, мы объявляли о возможности задать вопросы вам. И, на самом деле, вопросов поступило немало. Мы сегодня обязательно ко всем к ним вернемся. И я думаю, что еще и в прямом эфире поступят эти вопросы. Но вообще посмотрите, какая шикарная книга. Вот как и все три, вот я все три покажу, посвященные таким красавицам, таким легендарным личностям. Вот и у вас она тоже очень приятно. Да. Вот. Ну, скажите, пожалуйста, вот если говорить именно об этом романе, о новом романе, посвященном Сюмбике, скажите, пожалуйста, вот какими деяниями именно прославилась именно эта главная героиня? Вот у историков такое расхожее, наверное, выражение есть о ней, как крестьянская царица. Почему-то оно появилось, когда Сюмбика стала регеншей при своем малолетнем сыне. Это был сравнительно такой небольшой период, всего 2 года. Она в это время, значит, сделала довольно много для простого народа. Снизила налоги, даже какие-то отменила, потому что налогов в Казанском ханстве было очень много и повинностей. А она вот именно для ремесленников, мелких торговцев, для простого народа она сделала большое послабление. При этом, в общем-то, время было довольно тяжелое, когда ханство уже практически находилось в блокаде Московского Великого княжества, когда были перекрыты пути, и, в общем-то, где-то даже временами уже начиналась не просто нехватка необходимого, но и где-то голод даже. Вот такие вот ее деяния, вот такое ее, как бы, такое доброе материнское отношение к простому народу, оно вот всегда оценивалось. И Сюмбика вот как бы отмечают, что, в общем-то, имя-то у нее было Сююмбика. А Сююмбика, как бы любимая госпожа, ее вот назвал простой народ. Как бы, вот я думаю, что такие деяния, ну и, естественно, то, что она была просветительницей, то, что она заботилась об открытии школ, в том числе и бедных слоев населения, подарила свою личную библиотеку публичную, где могли, в общем, все горожане посещать и читать. Книги были тогда очень дорогие в то время, недоступные практически. И, естественно, это вот все как-то отразилось. Ее деяния вот эти за 2 года были настолько велики, что кто-то как бы из-за больший срок правления не может сделать столько, сколько она в свое время сделала для народа. Понятно. Вот скажите, пожалуйста, вот подлинная судьба Сюмбике отличается от описанной в этом романе? Ну, понятно, что роман исторический, но насколько отличается? Ну, у нас ведь и историки тоже до конца не пришли, допустим, к дате ее рождения точной, да. Я как бы вот выбрала что-то между. Кто-то, значит, писал, что ее выдали замуж в 12 лет, кто-то писал, что это, ну, известно было, что это было в 1533 году, когда она вышла замуж первый раз за хана Джан-Али. Кто-то писал даже о возрасте в 17 лет, что мне показалось совершенно нереальным, потому что, ну, 17 лет это уже в то время как бы практически старая дева уже считалась, как бы едва ли такое было возможно. Я взяла такой вот период где-то лет 15. Вот так. Как бы это уже, может быть, даже в какой-то стадии была от себятина немножко, но я как-то вот так вот определила с возрастом. Потом
у нас профессор Руманчеев, например, по поводу ее даты смерти, он как бы определялся с 1557 годом, это примерно 5 лет спустя взятия Казани. Но это тоже как бы дата не точная, поэтому я дала себе право пофантазировать, и как бы смерть ее совместила с гибелью ее единственного сына, который, как известно, воспитывался у Ивана Грозного, значит, и где-то примерно в 20-летнем возрасте умер, и поговаривали, что либо был отравлен, либо был Иван Грозный как-то вот в гневе убит, это неизвестно. Я вот как-то их смерти вместе совместила. А в остальном, в общем-то, я старалась придерживаться, да, совершенно всех исторических источников. Надеюсь, что это и была ее подлинная жизнь, подлинная судьба. Вот примерно так. Скажите, пожалуйста, вот эти все 3 книги, да, о наших вот таких легендарных личностях, и если затрагивать каждую, если в общем говорить, вот, скажем, Сюмбике, сколько ушло времени на написание именно этого романа? Ну, Сюмбика, она у меня же по времени не то, что вот я писала прям каждый год ее, да, она у меня по времени растянулась с 1986 года, когда я ее начала только писать. А вот сейчас, учитывая то, что времени прошло достаточно, наверное, может быть, и материалы какие-то появились более свежие и так далее, были они как-то дополнены? Ну, материалы, вот я хочу сказать, когда вот сейчас интернет появился, это, конечно, с одной стороны большое благо, когда не нужно там где-то даже иногда по библиотекам ходить, да, вот тут раз сел и весь материал раздобыл. Ну и появилось, как бы я бы даже сказала, много мусора. И того, чего, может быть, и не было, подается как истина, и разобраться в этом сложнее. В общем-то, когда я опиралась конкретно на документальные источники, мне кажется, это было гораздо правильнее, да. И ну, конечно, да. Да, приходил у нас, когда на презентацию был Харшат Хузин Фаяз Шарипович, да, вот известный наш историк, и он это подтвердил, что действительно вот как бы у меня в книгах вот идет эта историческая правда, как бы более подлинно и правильно описаны события. Ну, о них известно не так много, но что известно, как бы все это отражено. И все-таки, если вернуться ко времени написания, да, получается, у вас все, так скажем, одновременно шло, правильно? У вас же не было это один за другим. То есть вначале вы написали про Гулхаршат, Нурсултан, Сюмбике. То есть вы как-то все параллельно... Я сначала все-таки Сюмбику дописала, хотя она последняя идет. Она, в общем-то, у меня была дописана первой. Я тогда еще как-то не замахивалась на трилогии, ну и когда я, в общем-то, показала ее Шагеевой Розалине Гумерника, которая была первой читательницей и как бы критиком моим первым, и сказала, что мне бы хотелось вообще вот судьбу всех этих женщин написать, она и сказала, ну и давай тогда замахивайся дальше на трилогию, уж написала. И у меня это вдохновение сразу поднялось, что вот все-таки человек меня оценил. Я вообще писала как бы так, это для более узкого круга. Думала, ну, почитают эту рукопись друзья. Вот в такой занимательной форме они ознакомятся с историей татар, Казани. Это будет очень интересно. И я и не думала, что, в общем-то, когда-то у меня будет более широкий круг читателей. Никогда, в общем-то, человек более знающий обо всем этом, он как бы поддержал меня, показал, что это действительно произведение достойно более широкого круга читателей. Уже Нурсултан, ну, как первую книгу, да, я ее написала буквально где-то месяца 4 у меня буквально ушло. Да. За 4 месяца? Да. И немного меньше у меня ушло уже на Гулхаршат. Все-таки первая это вот Сюмбике, правильно? Первая она была, да, она была более длительная, она была более выстраданная, более такая, тяжело ее было писать и эмоционально тоже в том числе, потому что такой самый уже вот страшный такой период для народа, вот этот вот Казани, эти все страдания народа, и вот это все очень проходит через душу, через сердце, и сам поплачешь, пока пишешь. В общем, очень было это тяжело. Скажите, а если говорить об экранизации, вот вы бы сами, какую бы из романов,
хотели бы увидеть на экране, вот если говорить об экранизации? Понятно, что, наверное, будет тяжело выбрать, но все-таки вот ваше мнение интересно. Выбрать тяжело, потому что это вот я их воспринимаю трилогию как, ну, как вот одно целое. Да. То есть Трилогия, это... она уже идет как сериал своего рода, да, потому что там и герои переходят из книги в книгу, и как-то вот так вот, да. Но больше, наверное, ближе бы народу, наверное, все-таки Сюмбика бы была, потому что она и более известна. И именно период-то такой вот, очень такой вот и драматичный, и интересный. Меня плохо видно? Нет, я просто читаю, вопросы поступают, поэтому... Понятно. Вот. И, то есть в общем, вы бы, наверное, все экранизировали? Да, хотя я все три вижу как одно целое, но если бы так выбирать, то Сюмбика, она была ближе, и мне кажется, для экранизации более такая вот интересная, эмоциональная, что ли, вот, как-то вот так. Ну, если вы позволите, я зачитаю вопрос. Вот сейчас поступил один вопрос. Здравствуйте, Ольга. Ваша трилогия о татарских правительницах произвела на меня неизгладимое впечатление. Очень приятно. Огромное спасибо за такие слова. Скажите, будет ли продолжение? Да, вот вопрос. Скажите, будет ли продолжение и что ждать в ближайшее время? Ну, эту тему я так подумала, что я ее не закрыла, потому что, в общем-то, о Казанском ханстве еще не все сказано. И я подумала, что замахнусь на роман о первом нашем казанском хане Улу Мухаммаде. И, в общем-то, я это дело исполнила. Ну, там получается так, что это идет еще с Золотой Орды, конфликта Тохтамыша с Тимуром, самаркандским правителем, и Тохтамыша с Адыгеем. И вот, соответственно, вот он уже закончен, он, в принципе, готов, чтобы отдать его в издательство. Он довольно такой обширный получился, больше, чем вот любая из этих книг, но вместе как бы 3 взятых не получится, ну, где-то вот так вот, где-то 600 страниц у меня там получилось. И теперь уже я стала задумываться, а почему бы мне не написать еще о том, что было бы, еще же ведь народ боролся несколько лет после взятия Казани, да, там приходил ханом, значит, брат Сюмбики Али Акрам, в Чылыме, там у него была его ставка, и они довольно-таки успешно 3 года оборонялись и сражались с русскими войсками, воеводами, пока, в общем-то, не потерпели уже окончательного поражения. Вот это, может быть, это уже и не роман, может быть, это какая-то большая повесть бы вышла, но тогда бы это уже было, наверное, ну, уже все сказано об этом периоде. Вот. Слушайте, ну это может быть даже начало какой-то опять очередной трилогии о повелителях, может быть, возможно. Все может быть, но я пока, наверное, к такому еще не совсем готова. Ну, это на самом деле здорово получается, поэтому почему бы и нет? Это же тоже вопрос такой творческий. Кстати, вот один из вопросов, который поступал у нас от читателей, это откуда вы черпаете вдохновение для написания таких романов? Вдохновение из истории татарского народа я черпаю. Видимо, вот сидит во мне вот эта боль народа, как-то вот память народная, ну, как бы корни у меня все-таки татарские присутствуют, и они, видимо, перебарывают. У меня вот, например, отец у меня украинец, но почему-то у меня сердце по украинскому народу не болит. Все-таки недаром даже вот евреи говорят, что по маме родство твое, да, должно быть. Вот по маминой линии, видно, вот это родство ощущается, и вот эта вот тема татарского народа, несмотря на то, что я, к сожалению, не знаю языка, но она мне настолько близка, настолько она мне родная, любимая. В общем, как-то вот, когда мне говорят, а ты напиши вот о том, или о тех там, мне почему-то это вот неинтересно, пока я, наверное, не исчерпала себя вот именно в этой теме. Скажите, вот если говорить об этих 3 прекрасных женщинах, да, то в жизни с кем бы вы хотели в реальности встретиться, вот если была бы такая возможность? Я сама? Да, вы сами, потому что вы-то, наверное, уж прониклись с каждой из них, полностью проживая их судьбу.
из них всех все-таки, мне кажется, я хотела бы быть счастливой женщиной, а мне кажется, более счастливой все-таки была Нурсултан. Я бы как бы, да, я как бы хотела быть бы больше, вот, наверное, Нурсултан больше. И скажите, вот все-таки, когда пишешь романы исторические о женщинах, то невольно ты переживаешь действительно с каждым персонажем вот ту боль, то счастье, которое они переживали, да, то время, и время действительно поменялось. Скажите, вот сейчас, так скажем, если в современность говорить, есть что женщинам подчеркнуть из этих книг, вот, может быть, в качестве каких-то советов, в качестве каких-то решений каких-то жизненных ситуаций, вот иногда же, когда читаешь, ты так или иначе, все равно где-то что-то со своими понятиями сравниваешь. Есть что подчеркнуть вот для дам? Ну, я думаю, что вот, во-первых, сейчас, может быть, не во всех вот присутствует, да, умение любить, в том числе любить не только мужчину, а любить родину свою, любить отчизну, да, вот отдаваться ей вот так вот, полностью себя отдавать, вот как, например, Сюмбика, она же вот, в общем-то, пожертвовала собой, вот именно когда ее увозили, она как-то вот на это все согласилась, могла, в общем-то, и восстание, наверное, поднять от того, что любима была народом, да, и, может быть, как-то по-другому могла поступить, не уехать вот так вот просто, сдаться, чтобы ослабить вот эту узду, которую накинули на Казань. Угу. Это все-таки, мне кажется, больше вот... Умение любить. У современных не совсем хватает, да, вот этого, потому что мы как-то легко, многие меняют и родину свою, и ругают ее, и все остальное, и все прочее. Какая бы она ни была, я считаю, что родина – это мать. Плохая, она хорошая, как бы нам тут ни жилось. Это наши корни, наша земля. Вот интересно. Я думаю, что это самое главное, да. У нас подключаются еще новые участники. Я хотела просто еще раз сказать, что наш прямой эфир посвящен трилогии «Повелительницы Казани». И сегодня в нашем прямом эфире участвует автор этой трилогии Ольга Иванова. И я еще раз напоминаю, что эти книги можно приобрести на нашем сайте www.kniga.ru. Кстати, можно приобрести как в электронном, так и в печатном варианте. И в нашем фирменном магазине «Декабристы 2». Оль, ну, хотелось бы вот еще вернуться к тем вопросам, которые у нас поступали заранее. С чего начинать новичку, если он захочет пойти по вашим стопам, написать исторический роман? Вот какие бы вы дали рекомендации такому человеку? Вот такой интересный вопрос поступил. Да, ну вот в первую очередь, конечно, у человека, который хочет написать исторический роман, у него должно появиться вот именно сама тема, на какую тему он хочет написать. Ну, исторический роман – это очень широкое понятие, да, какая тема его вот именно затрагивает так, что он готов и ночами сидеть писать, и годами собирать материал, потому что самое главное, ведь и самое трудное – это собрать материал. Ну, я, конечно, вижу сейчас часто такие вот исторические романы, где авторы не потрудились сбором материала, они как бы вот взяли просто какую-то историческую личность, немножечко, может быть, быт изучили, и, в общем-то, бойкое перо имея, в общем, пишут на эту тему, а потом их начинают обвинять в том, что у них половина там неправды. Вот. Нужно, чтобы стремиться к тому, чтобы все-таки правды было больше. Мы, конечно, не можем знать всего, что происходило 500 лет назад, 600 лет назад, да даже 100 лет назад, до конца нам этого неизвестно, но придерживаться все же какого-то исторических документов, источников, это надо обязательно. И вот это самое главное, когда уже их изучишь, там у тебя история, она сама за тебя сюжет уже написала. Ты к этому сюжету уже просто прибавляешь сюжетные линии свои, уже свое воображение подключаешь авторское. А сюжет-то он в истории написан основной, ведь так и есть. Вот в исторических романах, я считаю, это главное. А вот если говорить о сложностях, да, все-таки такая серьезная трилогия, я представляю, какое было огромное количество, наверное, документов поднято, да, то есть статей. Что было самым все-таки сложным при работе над этой трилогией?
Ну, поскольку у меня это писалось вот именно в 90-е, в начале 2000-х годов, когда еще интернет был не так распространен, не силен, и вообще его и не было, вот сложно было вообще материал найти. Просто его вот настолько было мало, настолько его мало выходило, и к тому же я в общем, не принадлежала ни к историкам, ни к писателям в то время, чтобы я могла как-то вот легко, может, какие-то архивы посещать, где-то еще там. Вот мне приходилось, да, вот искать вот этот материал, это было самое-самое просто сложное, что-то где-то отыскать, найти. Но без вот именно серьезной базы я просто вот и не брала на себя такой вот труд. У меня, конечно, где-то еще там 30 с лишним лет назад у меня были написаны там первые страницы, но на этом они остановились, потому что я поняла, что иначе это будет сказка. Сказка, кому она нужна. Да, здесь вот такой баланс, я думаю, должен быть, чтобы, во-первых, это все было действительно не просто домыслы, но и что... Вот в этом, вот, кстати, от читателей это и поступало, что вот читаешь, и настолько до мелочей описывается и быт, и вот культура, что вот это не просто там фактология, а вот именно до мелочей еще описать быт того времени, это полностью погружение в то время. И как-то общалась с одной читательницей, которая прочитала один из ваших романов, вот это вот ее очень сильно удивило, потому что она говорит, вот до мельчайшей подробности, там даже описать тоже там стул, там, или какой-то сундук, или еще что-то, вот это тоже, тот же материал нужно, да, чтобы это было не голословно, так ведь? Да, конечно. Я говорю, приходилось то, что иногда просто какую-то одну книгу перелопатить полностью там по нескольку раз, а в общем-то используешь оттуда, может быть, только несколько строчек. Но сама эта книга, она просто вот, прочитав ее, ты вот действительно просто погрузился во все это, да, как бы нудно и долго описывать, допустим, процесс, как там чего-то обжигают глиняные чаши или там еще что-то, это не каждому ведь интересно, да, а нужно просто какую-то вот суть поймать, но ты сам должен это все прочитать и прочувствовать, как это вот делается, как это обжигается, как это все это расписывается, а потом выложить в нескольких строчках, но вот эти несколько строчек, они дадут вот это вот ощущение, что это вот действительно вот происходит. Мне кажется, это важно очень. Спасибо читателям, которые это заметили. Да, да, были такие моменты. Скажите, пожалуйста, вот еще поступал вопрос о переводе на татарский язык. Насколько я знаю, по-моему, Гугаршат переведена, да? Или я ошибаюсь? Нет, нет. Из всех 3 романов большие отрывки в Безнен не раз переведены. Вышли, да. Это все 3, правильно понимаю? Выходило, да, из всех 3. Вот эти большие отрывки сначала на русском языке вышли в Казанском альманахе, потом вот эти же отрывки, но они более такие, как бы вот они отрывок большой, но он как отдельная, можно сказать, повесть, что ли, читается как-то вот так вот. Они были вот так выбраны и переведены Мударисом Валеевым. И потом в Магарифе он даже вот эти вот все отрывки из 3 романов, он небольшой книжкой выпустил. Есть такая книжка, да, вот, на татарском языке. Ну, а то, что полностью как бы романы переведут, это, конечно, моя мечта. Я, в общем-то, надеюсь, что это будет. И наше татарское книжное издательство к этому придет, что надо их перевести на татарский язык и издать. Да, еще, Оль, вот немножко личного характера вопрос поступил, но все-таки не могу его не озвучить, потому что пожелание читателей. Опишите 3 ваших главных достижения в жизни. Вот если, слушайте, вот так, если подумать, 3 важных достижения, вот прям вот уже у меня в руках. Но все-таки, вот, может быть, вы что-то другое отметите. Да. Ну, вот я считаю, что, во-первых, я состоялась как член нашего общества, у меня семья, у меня 2 детей хороших, которые тоже сейчас уже взрослые и уже родили мне внука и внучку. Вот это, в общем-то, тоже для женщины это всегда достижение. Так, это первое. Я пальчики загибаю. Это первое достижение. Второе, конечно, это книги мои, которые, значит, это тоже мои дети, которые наконец-то увидели свет, и вот то, что вышла наконец-то вся трилогия, это я счастлива, но человеку всегда мало, я теперь, да, задумываюсь, а когда же Великая Орда теперь выйдет, мне тоже этого хочется.
Вот. И, пожалуй, третье, вот я никогда не думала, что я могу, допустим, какие-то публицистические материалы, да, вот статьи какие-то писать. Я вообще себя не видела в таком амплуа, тем более, что у меня нет ни образования такого, ничего. Но вот Ахат Хаич Мушинский, главный редактор «Казанского альманаха», во мне вот это открыл. Он сначала меня просто буквально заставлял, чтобы я писала. Вот напиши статью вот про того-то. Ну, как я и буду писать? Ну, это... А сейчас я, в общем-то, втянулась, и мне тоже это стало интересно. И в каждом выпуске «Казанского альманаха» я как-то вот обязательно есть какая-нибудь статья. В общем-то, в основном о какой-нибудь исторической личности, но уже более близкие по времени, писатели, поэты, там, вот какие-то такие темы периодически приходят, соответственно. И мне это нравится, это, я считаю, тоже достижение, то, к чему я, в общем-то, поначалу, да, вот я в себе это что-то новое открыла, и мне сейчас это интересно. Слушайте, ну действительно есть чем гордиться. 3 серьезных достижения. Да. И еще один вопрос от читательницы, прям цитирую. Я недавно познакомилась с творчеством Ольги Ивановой. Вначале прочитала роман «Гулгаршат», сейчас дочитываю «Нурсултан». Оба романа читаются очень легко, так что иногда засиживаюсь с книгой допоздна. Расскажите, а когда вы, ну она обращается, когда вы в последний раз читали книгу именно так, вот взахлеб, и какая это книга, и какой это автор? Я вообще как бы вот последнее время очень мало что читала, но на днях буквально мне один астраханский товарищ, замдиректор Академии наук Эльдар Дрисов, он мне прислал по почте исторический роман о ногайских татарах. Это написала Гульцара Токтарова «Два берега» называется. Роман, но он такой, по сравнению с моими, он немножко не такой большой, где-то меньше 200 страниц. Вот. И я поначалу, значит, так это с неохотой начала читать, потому что там, в общем-то, тоже я вот заметила вот эти неточности исторические. Вы прям это сразу же чувствуете, сразу видите, то есть это вот, поверхностно для вас. Не совсем прям с первых страниц, но вот началось там сразу вот одно, другое зацепило, мне это всегда неприятно, я вот как-то вот всегда возмущаюсь, ну почему же вот вроде такие вот известные вещи, почему, ну это может они вот узкому кругу известны, а мне вот всегда кажется, что это все прям должны знать. Вот, а потом я вот вникла и просто там вот на ура прочитала, почему? Потому что очень вкусно быт вот этих, вот у меня этого не хватало, быт нагайцев, как вот описан. Примерно то же время, это время Сюмбики, немножечко там и Сюмбика задето, вот, но просто там вот это все, вот, мне это, потому что мне этого не хватало, да, я с таким интересом, с таким вот я проглотила уже, потом я проглотила уже все это, съела, может быть, по сюжету не настолько он занимательный, увлекательный, но вот это вот, я, наверное, исследователь, да, вот внутри себя вот этот исследователь, который всегда вот эти вещи ищет, и тут я в этой книге, я вот это вот нашла, и думаю, если бы я еще Сюмбику сейчас переписывала бы, сейчас бы вот это бы вы взяли, то-то взяли, да? Вот для меня это было очень интересно, да, и я просто... Если бы вот не эти вот мелочи, которые меня поначалу раздражали, я бы, наверное, в общем-то, его вообще просто выше себя бы точно, в общем-то, поставила бы. Ну, это реально ваша тема, и вы это вот просто вот со своим, как говорится, сердцем, вот с таким богатым наследием литературным, которое у вас имеется. Ну, хотя мне свои романы, когда я их читаю, как читательница, вот я иногда забываю, что я сама их написала, перечитываю, бывало такое, да, вот. Я думаю, вот ведь Пушкин, извините меня за выражение, как он там выражался, вот ведь написал, да? Вот, ну это, думаю, неужели я написала? Я сама иногда просто поражаюсь. Это вот что-то, видимо, в писателях открывается какая-то вот, не знаю даже, как это назвать, как будто тебе вот сверху кто-то диктует, и ты начинаешь вот писать вот что-то такое, вот, да, вот. А потом ты перечитываешь и думаешь, неужели я это написала? Вот как-то вот правда? даже вот просто, да. Со мной иногда бывает, что кто-то со мной вот общается, разговаривает и говорит, вот ты разговариваешь совсем по-другому, неужели это ты все написала?
Я говорю, нет, сосед у меня написал, я собрала. Но это, вы знаете, как кто-то говорит хорошо, да, а кто-то излагает мысль на бумаге хорошо. Да, вот Действительно, каждому говорить свое. я хорошо не всегда умею, да, но писать, слава богу. Бог одарил, наверное, чуть-чуть. И еще вопрос, если можно. Образ Сюмбике связан со многими казанскими легендами, но их действительно немало, да, вот Да. эти легенды, которые завораживают, которые действительно прям с первых строк проникаешься, да, какой она была. Вот почему именно Сюмбике осталась в памяти народа? Ну, имеется в виду по большей части, да, в отличие от Нур-Султана или от Гаугаршат. Как ваше мнение? Вот. Ну, Сюмбика связана именно с самым вот трагичным периодом. Это, по-моему, послужило, в общем-то, в первую очередь. А потом она вот как бы символ жертвенности перед вот именно татарским народом. То, что вот она была своего рода принесена в жертву, да, и она пошла на эту жертву. Видимо, вот это вот настолько врезалось в память народа, то, что вот именно период был такой, когда вот люди очень сильно страдали, и все при этом, как бы, все слои общества татарского. И это вот передавалось, видно, вот они рассказывали своим детям, внукам об этом, и дети, внуки начинали своими. Это все вот это именно сложилось вот в такие вот легенды. Она вот образ, такой вот образ. Сейчас вот многие почему-то пишут и пытаются ее как-то разобрать ее вот как человека там, как-то осудить, и что она и не может быть никаким образом. Я вот несколько раз такие вот встречала, вот мне просто неприятно такие статьи читать, как-то. У народа память очень цепкая, сильная. Если ее вот именно такой представляли, значит, наверное, она заслужила этого, потому что думаю, что о плохом человеке, который, в общем-то, ничего не значил, даже если бы он и погиб на обломках Казани, мне кажется, о нем таких бы легенд все равно не сложились. Мне кажется, что все-таки вот как-то вот так вот. Именно поэтому Нур-Султан, она в более такое время, в ровный период сравнительно жила, да, они, в общем-то, даже не говорят, хотя она более известный как бы человек была и больше как государственный деятель больше вот прославилась. Но они вот в татарском народе очень мало известно, вообще ничего не говорят, ну, кроме как историков. Они не знают даже, а Гаугаршат тем более ничего не знают, ну, кроме там вот легенды, да, легенды, как она там, царевна, которая там в озере Кабан там утонула, выплывает там и грозит там, мальчиков утаскивает на дно. Вот как бы вот все, тоже ничего такого не осталось, кроме как исторические свидетельства, значит, о том, что она вот действительно была и тоже там политику свою проводила, и участвовала в заговорах и государственных переворотах. А так вот Сюмбика осталась. Сюмбика осталась в памяти и врезалась очень крепко в память. И, по-моему, это никакими уже статьями такими опровержениями и опорочивающими ее имя. Мне кажется, память народа не переделать. Народ все равно будет считать татарский народ своим вот образом и относиться к ней с трепетом. Скажи... Она, по-моему, этого достойна. Да, безусловно. Безусловно. Но это на самом деле очень здорово, что вот именно эта трилогия, она вот все-таки это как одно целое, так ведь? Одна целая трилогия, да, где вот про 3 такие легендарные личности. И здесь вот, можно сказать, одно дополняет другое, и вот друг без друга это тоже что-то как-то вот уже... Прочитав одно, хочется другое. Отдельно. Да. Можно читать отдельно, ведь вот же автор написал, что она сначала Гаугаршат прочитала, потом Нур-Султан. Я думаю, у нее там такой каши не произошло, как бы в голове, да, но вот можно читать отдельно, в разные, как бы, это Сюмбикули начинать или как, но вообще это вот, да, это вот идет вот как бы одна вот повесть, одна боль, одна судьба татарского народа. Как бы, вот что главное в этих книгах, даже не столько, может, судьба этих женщин, а судьба народа. История наша, да. Шел, да, как он шел вот этим путем, как он пришел к этому. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить о героях-мужчинах, да, этих романов, вот кому вы больше всего симпатизируете? Ведь в каждом романе, да, мужчин. Да.
каждом романе, да, присутствует, ну, если брать вот именно исторические личности, да, мне, конечно, там, в общем-то, и видно, наверное, это по романам, вот именно любимые мужчины-героинь, это вот у меня так получилось, что это крымские ханы. В общем-то, в истории с Сюмбюкой это исторический факт, что у них действительно сложились очень такие отношения хорошие, они сразу влюбились друг в друга, это был такой счастливый брак у Сафа-Гирея с Сюмбюкой. А у Менгли-Гирей, значит, тоже как бы вот там присутствует в некоторых источниках о том, что, в общем-то, он очень любил свою супругу Нур-Султан, хотя она, в общем-то, за него замуж уже вышла, будучи довольно-таки уже по тем временам в возрасте, можно сказать, и имея 3 детей, но тоже он ее ценил больше всех жен и любил больше всех жен. Ну, они немножко, вроде бы вот они, Менгли-Гирей, дед Сафа-Гирею приходится родным дедом, но Менгли-Гирей, он более как-то вот, может быть, мягче, что ли, вот. Сафа-Гирей в Сюмбюке это такой мужчина, который, в общем-то, и ревнивец, большой ревнивец. Тут, если есть любовь, но тут и присутствует очень большая ревность, которая всегда женщину ранит. Он и жестокий, очень жестокий, но ему приходилось выживать, его дважды изгоняли из ханства, 3 раза он становился ханом на этой земле. Это, естественно, отражалось, в общем-то, на том, что он вел такую жесткую политику. А еще, значит, у меня присутствует во всех трилогиях, в общем-то, во всей трилогии какие-то такие второстепенные сюжетные линии, где и идет больше, как бы, ну, побочные такие герои, которые не исторические личности, которых я, как, например, в Сюмбюке там Бек Тенгрикул у меня есть, да, у него, значит, тоже вот идет любовная история танцовщицы, там возникает простой народ, как бы я вот больше это тоже вела для того, чтобы немного как-то так естественно погрузиться вот именно и в быт простого народа, в его жизнь вот простого народа, горожан, да, как это там все происходило, где они там бывали, и все. Это более естественно, выйти немножко из дворца, а то как бы получается, что все как бы дворец и высшая знать присутствует. Вот. Ну и как бы в каждой из книг у меня вот такие герои есть. И, в общем-то, они все у меня любимые. Ну, я всегда говорила, что у меня и нет отрицательных героев, потому что отрицательные герои, ну, даже взять того же ненавистного Шах-Али, которого, в общем-то, всегда и везде, и всюду татарский народ считает предателем и все остальное, я как бы его в какой-то степени, ну, могу понять и не то что оправдать, а просто вот на суд читателя вынести, почему он так поступал, почему он иначе поступал, что это был за человек. А уже каждый пусть сам выносит свое мнение, насколько эта личность отрицательная, положительная, или просто раб обстоятельств, скажем вот так вот, что, мне кажется, к нему больше всего подходит. Он раб обстоятельств, в общем-то, по большому счету. Вот сейчас приходит сообщение, что я читала, очень приятно. То есть у нас сейчас в прямом эфире нас смотрят и слушают те, которые читали. Но да, действительно, я еще раз повторюсь, романы очень полюбились нашими книголюбами, поэтому спасибо вам за такую возможность провести этот прямой эфир. Ну и хотелось бы все-таки коротко ваши пожелания для наших читателей. Для тех, кто еще не прочитал, и для тех, кто уже прочитал. Вот так скажем. Я хочу пожелать, чтобы все-таки мы исторические книги читали. Сейчас это, в общем-то, тема немножечко становится такая на слуху, да, становится немного. Да. Мы больше привыкли читать исторические романы о ком-то, кто далеко, о французских королях, об Османской империи, еще о чем-то. Наверное, это тоже интересно и познавательно, но знать вот именно о своем народе или вот о народе, о земле, на которой вы в данный момент живете, это, по-моему, более важно, да, и более как-то правильно, да, и вот
Я постаралась, чтобы эти романы были не скучными, чтобы они были интересными, чтобы вот именно увлекательными, но на этом фоне вот увлекательного сюжета, каких-то таких красивых любовных историй, вот между ними я поставила главное, я поставила именно политическую жизнь, события, все эти, вот все, что происходило, чтобы читатель тут вот в такой занимательной форме, увлекательной, он смог сам проанализировать все события тех времен. Тут сейчас как бы много и разных оценок дают по этому поводу. Материал есть достоверный, поэтому каждый действительно может прийти к своему мнению. Они, может быть, будут разные, это право каждого человека, это разные будут мнения, конечно. Но самое главное, что вы это прочтете, вы это узнаете. Я знаю, что вот читали, Нурсултан, например, мне часто говорили, там читали уже там, в других регионах очень много, да, и они говорили, какая интересная история у татар. Она действительно очень интересная. Я этим горжусь и хочу, чтобы все читатели, которые прочитают, особенно вот, кто живет в Татарстане, они тоже гордились этой историей. Это самое, по-моему, главное. Читайте. Спасибо огромное. Ольга, еще раз вам огромное спасибо, что нашли время, вышли сегодня в наш прямой эфир. Я в заключение хотелось бы еще раз показать мне вот эти вот прекрасные книги-трилогии, которые уже завершены. Это колоссальная работа, замечательная работа автора Ольги Ивановой, с которой мы сегодня провели наш прямой эфир. Я вам хочу пожелать творческих успехов. Хотелось бы, чтобы мы почаще общались. Я думаю, что после этого прямого эфира, возможно, будут вопросы. Пожалуйста, пишите, мы с удовольствием на все ответим. И еще раз напоминаю, что книгу, новинку, которая у нас вышла, это последняя книга трилогии «Повелительница Казани», книга Сюмбике, можно приобрести на нашем сайте www.tatkniga.ru, в нашем магазине на Декабристов 2. На сайте можно приобрести с любой точки мира, с доставкой, в том числе с доставкой по Казани. Ну и прочитать в электронном виде. Так что, дорогие книголюбы, еще раз вам огромное спасибо за ваше участие. До новых встреч в прямом эфире. Спасибо, Ольга. Спасибо большое. Спасибо всем читателям, кто к нам присоединился. И татарскому книжному издательству, которое выпустило эти книги, конечно. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое.